Здравствуйте, уважаемые читатели, а теперь и зрители Якутского Саха-информационного агентства. В эфире рубрика онлайн-интервью, и сегодня мы поговорим о шумихе вокруг вырубки леса в верховьях Амги. За монитором Николай Борисов и наш собеседник, замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства, главный лесничий республики Алексей Агеев. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте немного вспомнить бэкстейдж и ввести в курс дела наших зрителей, которые пропустили хайп в социальных сетях. На портале Change.org появилась петиция, где группа под названием «Местные жители Якутии», это на английском языке, на двух языках, русском и английском, говорят, что в 2019 году две лесозаготовительные компании из Иркутска выиграли аукцион по аренде участка леса для вырубки в верховье реки Амга. Местные жители, это название создавшей петицию группы, говорят, что вырубка лесов может привести к изменению климата, наводнениям, исчезновению флоры и фауны, образованию пустынь и многим другим печальным последствиям. В петиции прикреплены протоколы по аукциону аренды лесных участков. Алексей Николаевич, что за торги, какие цели и задачи проведенного аукциона? Данные торги были проведены абсолютно верно в 2019 году, в конце прошлого года. Это аукционы по вновь лесоустроенным участкам в Алданском районе, Учурском и Верхнеабгинском лесничествах участковых. Ранее лесоустройство проводилось в 2015 и 2018 годах за счет средств федеральных субвенций. Это выделяет Москва, Рослесхоз, на проведение лесоустроительных работ. Эти участки были поставлены на государственный кадастровый учет, разработана проектная документация лесного участка, был произведен расчет расчетной лесосеки и, соответственно, по всем параметрам лесосырьевой комиссии эти участки были приняты и размещены на аукцион. Да, выиграли компании, которые из-за пределов нашей республики, иркутской компании. К сожалению, наши компании в данном аукционе участие не приняли. По какой причине, это другой момент. А почему такой срок? Почему 49 лет? 49 лет вообще по лесному законодательству срок аренды под заготовку древесины, именно под заготовку, он рассчитывается от 10 до 49 лет. И, как я уже говорил, при подготовке расчетной лесосеки на участке этот как раз срок высчитывается в пределах 49 лет. И по участку, который расположен в Верхнеамгинском лесничестве, это будет заготавливать компания «Ангара», там 107 тысяч кубических метров ежегодный объем заготовки лесосеки не превышает расчетную лесосеку, и срок 46 лет. По второму участку Woodland 24 срок составляет 36 лет. Это рассчитывается при подготовке именно расчетной лесосеки конкретного участка, который предоставляется в аукцион. Как главный лесничий, насколько вы оцениваете опасность проводимых работ? Ведь в бассейне реки Амга созданы 9 особо охраняемых природных территорий. Смотрите, конечно, понятно, почему взволновалась общественность Амгинского, в первую очередь Улуса. Конечно, красавицу реку Амгу нужно оберегать и сохранять, но при этом нельзя сравнивать заготовку древесины в республике Саха-Якутия и в соседних наших регионах. Это Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край. Поясню почему. Наша республика относится к Восточно-Сибирскому таежному мерзлотному району. И согласно действующего законодательства, конкретно правил заготовки древесины, у нас в республике разрешена вырубка только спелого и перестойного леса. Это возрастом от 101 года в эксплуатационных лесах и выше, и в защитных лесах от 121 года и выше. Другие рубки у нас не предусмотрены, тогда как в той же в Забайкалье, Иркутской области, Красноярском крае предусмотрены различные виды рубок. Это и обновление, и переформирование, и проходные, и прореживание. То есть там группы возраста подпадают различные, начиная от молодняков, средневозрастных, и даже преуспевающие порой умудряются под каким-то видом рубок рубить. У нас же такого не будет. У нас только спелый и перестойный лес можно рубить. Все. Поэтому такого ущерба, как представляется жителям
нашей республики на самом деле не будет, не ожидается. Кроме того, будет тотальный и жесткий контроль со стороны как и нас, лесников, да, так и природоохранных других органов и, конечно же, общественности. У нас создан Институт общественных лесных инспекторов, они тоже проводят, участвуют в патрульно-рейдовых мероприятиях, могут обратиться с обращением, с жалобой или с прочим каким-то документом. Мы проводим как плановые, внеплановые проверки по согласованию с прокуратурой. Так что эти мероприятия будут проводиться однозначно и при соблюдении всех технологических процессов и соблюдении технологических карт разработки лесосек ущерба как такового быть просто не может. Алексей Николаевич, вот сейчас обозначили некоторые меры по регулированию, однако какие меры принимаются по охране лесов в обозначенной территории вообще? Если говорить чисто по этим двум участкам, которые предоставлены в аренду, в договорах аренды есть конкретные права и обязанности. Вот в обязанностях арендатора предусмотрено как раз обеспечение пожарной безопасности, то есть проведение всех профилактических мероприятий, подготовка, прокладка минерализованных полос, строительство дорог лесных для доставки средств пожаротушения и техники, да, к возникающим вдруг пожарам и прочее, аншлаги, места отдыха граждан. То есть все эти моменты, они предусмотрены. При нарушении условий договора, соответственно, будут применяться жесткие меры по отношению к арендаторам лесопользователей. Спасибо большое, Алексей Николаевич. С нами был главный лесничий Якутии Алексей Агеев. Оставайтесь в эфире и наблюдайте за Якутским Саха-информационным агентством. С вами был Николай Борисов. Спасибо.